Работников единого оператора по водоснабжению и водоотведению мы застали в Сунже. Ремонтно-восстановительные работы ведутся в районе ЖД переезда. Меняют коллекторную трубу, ведущую к накопительным резервуарам. Старые сети уже прогнили. Причина – почва с щелочной средой. Вчера этот ветхий трубопровод прорвал, и пришлось аварийно приступить к работе. Мы здесь меняем высоконапорную полиэтиленовую трубу диаметром 225, протяженностью 80 метров. В данный момент в Сунже проблемы с водоснабжением есть несколько улиц, как Албакова, Богатырева и в верхних частях многоквартирных домов. Как вы видите, трубопровод, все, что необходимо, у нас есть, работы мы проводим. Работа идет оперативнее во многом благодаря долгожданному пополнению техники. В гараже единого оператора появились 3 экскаватора-погрузчика. Если раньше, чтобы устранить аварию, нужно было нанимать спецтехнику, то сейчас трудяги могут выехать на своем транспорте. Ерик назран маста техникер тук трактор маяр. Ну бог хабур делозур бог аяштеп дина бус бог беш хадaqat дина бус наха хидалом дизи на хидва шото ахочо ахайш ханс техник оз хачвала вош цана райони дайохтги алхамдулилlah ноль техник шайвала бог дика атадагобок. Новую спецтехнику единый оператор приобрел в рамках производственной программы в лизинг. Все 3 машины распределены в Сунжу, Назрань и Малгобек. Это, конечно, не решает наш вопрос, так как нам нужно более 50 техники и смотреть на тот охват работы, который мы делаем, объем работы. Ну, спецтехника, 3 единицы, для нас это очень большая поддержка. Первый шаг сделан. Это первый шаг действительно сделан. В дальнейшем у нас планируется техника, предназначена для работы с водоотведением, также автокран, ну и остальная спецтехника, которая необходима для работы с водоснабжением и водоотведением. Конечно, приобретение новой спецтехники скажется благоприятно и на оперативности работы регионального оператора. Для водоканала это исторический момент, потому что и у предыдущих водоканалов не было никогда, даже в том количестве, которое сейчас у нас есть, спецтехники. Конечно, это улучшение водоснабжения, да. И все, что мы делаем, то, что вот сегодня у нас и в Назране 1 километр трубопровода по Насыркорской меняется. Там тоже у населения чуть-чуть проблемы с водоснабжением, но они это все наблюдают, видят, что мы работаем, прокладываем трубопровод. Чтобы пользоваться техникой, нужен экскаваторщик, а он, в свою очередь, обязан изучить особенности и правила эксплуатации машины, материально-техническую базу и получить удостоверение тракториста-машиниста. У Ахмеда Гадабошева, который трудится в этой сфере с 2007 года, все это есть. Адам Мережков, Сулейман Костоев, Магаз 24.